Друзья, всем привет! Вы смотрите на Изадай подкаст. Сегодня мы в немножко уменьшенном формате. Сула наш боец KZ. Бонжорно. Дидар Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. Меня зовут Михаил, а Нурбек Карабала поехал договариваться о новых локациях для турниров на ИЗА. Поехал в разные страны, так что надеемся, на следующей неделе с приятными и хорошими и еще и добрыми новостями мы его здесь поспрашиваем об этом. Много чего произошло на неделе, но самое главное, наверное, это турнир UFC Ночи, турнир, который проходил в сфере, это первый ММА-турнир, который там проходил. Уже немножко мы за кадром пообщались, нам с Улой понравилось, Дидару не понравилось. Я думаю, что мы сейчас постараемся все это раскрыть. Давайте про впечатление. Дидар, почему не понравилось? Мне кажется, прям эпично было. Согласен, было эпично. Вот эти все, вот этот сзади экран, который там все освещал, Octagon Girls, которые от боя к бою были разными. Но сам карт был вот полон ноунеймов мексиканских, и главный бой, плюс соглавный бой, не дали то зрелище, которое, наверное, все зрители хотели, точнее, все зрители, которые ожидали. Вот единственная претензия – это карт. Все, что было вне карда, вне боев, а ММА – это главные бои, было супер. Согласен. Сула. Что мне надо сказать, да? Что-то? Ощущение от турнира, да, просто Дидару не понравилось, ты сказал, классно вроде. Я сделал 3 прогноза на этот турнир. Диего Лопес, Брайан Ортега, и я сказал, что Лопес победит. Он победил. Я не стал, говорить, как он победит. Потом Валентина Шевченко, Алекса Грасса. И я сказал, что Алекса победит, и победит, финишем. Вообще, не попал. И третий, я сказал, что Мираб Двалишвили победит, но я сказал, что он победит, тоже финиширует. Дидар у нас ценитель, он искушенный эксперт, так что, мне не сказал то, что я прям в жестком восторге, но мне понравилось, однозначно. И сама вот атмосфера все-таки, зарешала. Это было что-то вообще новое такое в мире ММА, и просто нереальная картинка. Я прям смотрел, и единственное, из-за чего расстраивался, что меня не было вживую там, потому что, мне кажется, вживую прям это что-то гиперэпичное. Вообще, у меня просто знакомый был в сфере, он говорит, вообще просто там прикольно, там есть какие-то типа тесты, ты можешь просто туда прийти на экскурсию, и там какой-то океан показывают, еще что-то, и он говорит, это уже очень круто. То есть просто какие-то кадры планеты, там, того, что на ней происходит, очень прикольно смотреть. А типа, если это еще и ММА, и если это еще и UFC, то это, мне кажется, вообще... Да, в Вегасе же, да? Да, за гранью какого-то понимания. Очень круто. А вот он тебе не рассказывал, ты когда там находишься, вот весь этот экран, который был позади октагона, он транслировал сам бой или нет? Нет, там же, по трансляции видно, там на нем прям такие квадратики, как экраны типа. Там как будто они были в Мексике. Да-да-да, то есть экран на каких-то там зданиях, там разные были фасады, и на каких-то из фасадов просто экраны большие. Угу. Там единственный минус, если это можно назвать минусом, что ты, получается, смотришь с одной стороны, то есть она не круговая, возможно, там какие-то мероприятия есть, которые можно сделать круговыми, но именно для ММА ты можешь смотреть только, по сути, с одного ракурса. Угу. Вот. Не знаю, по поводу боев, мне в целом прям понравилось. Ты мейн-карт, я так понимаю, да, смотрел? Да, я смотрел. Там был бой Рибовича, например, это вообще такой номинант на бой года, наверное. Там была просто такая лютая заруба и перестрелка. Жесткая. В протяжении 15 минут они просто друг друга, без борьбы, просто долбали друг друга ногами, руками. Были нокдауны обоюдные. Прям суперский бой. Я вот думаю, что это номинант прям на бой года, наверное. Один из них. Был очень крутой бой с Димонт Нормой, когда там просто такое дикое рассечение, которое давно тоже не было. Причем это не с локтей рассечение было, а просто с кулаков. Еще были финиши, тоже красивый. В женском бою был финиш в самом начале боя. Да и в принципе тоже, мне кажется, прикольно, что теперь расстановка немножко рейтингов изменилась после того, как Валентина вернула пояс себе, как Мираб забрал пояс, как, в принципе, Лопес стал сейчас, скорее всего, станет во вторник 3-м номером. Уже офигеть, Лопес вообще красава. Я думал, в первом раунде он щелкнет. Там был шанс нереальный. Брайана Ортеги, из чего сделана голова, тоже не совсем понятно. Офигеть. Но я думаю, просто он не совсем точно попал и сильно, не совсем. Чуть-чуть поточнее, посильнее, мне кажется, Ортега не встал бы. Там прям, не знаю. Вот эти вот кики, которые Ортега тоже выбрасывал со спины, как называется, апкики. Да, мощные были. 2 раза он попал.
Ну и Диего Лопеса есть над чем работать. После первого раунда он жестко просел, особо вперед не шел, хотя мог. Мне кажется, Мне финиш... кажется, он уже понял, что там первый раунд, условно, 10-8 после такого избиения, которое было, и он уже такой думает, зачем мне вообще рисковать. В принципе, возможно. уверенно забрал. Я вот немножко расстроился за Артегу. Я не за него болел, мне, наоборот, Лопес как-то более импонирует, но за Артегу тоже давно слежу, что видно, что он выходил как будто не в форме. Бока были, прям лишний вес, хотя это 66, не 70. У него, как я понял, он прям гоняет прям какие-то лютые килограммы. Вот, а вышел да? с боками с какими-то. Я не понял, откуда это вообще все было. Стареет, братан. Ну, надо быть честным. Пик Артеги он давным-давно прошел, все свои главные бои он уже провел. Наверное, один из главных побед его был последний бой его, это с Родригезом, где он одержал победу такую волевую, да. Но нужно понимать, что Диего Лопес точно такой же хороший ударник и джитсер, который не даст себя в случае чего там повалить и засабмить. Он, так скажем, зеркалка того же Артеги. Ну, похоже, да, по стилю. Но единственное, что у Артеги похуже ударка все равно. Пока, он очень много принимает, прям он такой, как бы, удароприемник. И еще забавно, что единственное поражение Лопеса в UFC, оно получено от Мовсера Ивлоева, и сейчас он Мовсера обогнал в рейтинге. Ну, обгонит с вероятностью 90%. Ну да, Мовсер какой сейчас? По-моему, 5-й. Он будет драться со Стерлингом. Да, Стерлинг ниже его в рейтинге стоит. А Лопес победил, по сути, 3-го номера, скорее всего, станет 3-м. Ну вот, тут как раз-таки, так скажем, то, за что UFC борется, зрелищность, зрелищному бойцу просто дают шанс быть в рейтинге выше и подраться за титул намного, Но он побеждает, то есть, и не просто так ему уже, да, дали какой-то номер в рейтинге, а он реально побеждает, то есть он прошел путь, причем он достаточно быстро принимал бои на коротком уведомлении, постоянно вписывался. Вот. Ну, я вот когда-то даже говорил, не помню, здесь или у себя, Диего Лопес — это реально будущий чемп, если он все правильно будет делать. Он действительно тот боец, который никогда не отказывается от боев, и причем побеждает. Вот. Они же тоже, вот, извиняюсь, Михаил, они же тоже такие, брат, они не отказываются до определенного периода. Как приходит, тема, когда вот уже тогда записки от мамы и от папы начинают приносить, я заболел, и 5-20. До определенного периода они все вообще бойцы топят, вообще не знают, вообще любой бой принимают. А потом уже, вон того же возьми, вот Усмана, да, вот, уже Шавка же типа, раз там, где, алло, вы где? Дядя Вася, нету. Ну, Усмана нельзя сказать, что он и всегда был такой неотказный. То есть безотказный. Но они, может быть и так, но я имею в виду, что они все говорят, я принимаю любой бой в определенный период своей карьеры, особенно в начале, они все так говорят. И наши так говорят. А потом аля-улю. Ну, даже тот же самый Билал Мухаммад, который, когда защитил титул, говорил, что Шавкат следующий, а сейчас да, уже ищет. А сейчас уже наследие, шмаследие. Какое там наследие? Ну, вот, наверное, поэтому у Дана Уайта сейчас любимые бойцы — это как раз Алекс Перейра, который принимает вообще в любом весе с любыми соперниками. Кстати, давайте поговорим по... Или что, еще рановато, да? Рановато. Давайте закончим ночью. Да, и плюс еще как раз Диего Лопес тоже Дана Уайт его выделяет, этих двух ребят, что он говорит, вот они типа сейчас прям мои фавориты, постоянно дерутся, показывают яркие бои, нокауты. И прям, видно было, что Лопес вместо того, чтобы попытаться там как-то по граунд-энд-паундить, хотя он тоже джитсер прям мирового уровня, он же забирал, по-моему, по черным поясам мир. Серьезно? Да-да-да. Нифига Он при себе. этом в Артеге не стал лезть там в партнер, наоборот, говорит, давай поднимайся, и просто в стойке дальше рубился. Диего Лопес реально красавчик. Ну и, мне кажется, Артеги не то чтобы заканчивать, надо что-то делать с карьерой. Ну, я тоже не знаю. То есть, понятное дело, что, наверное, топ-5 ему уже сейчас не по силам. Но, с другой стороны, опять же, вот, конечно, все-таки смотришь, что люди рождаются бойцами. Вот просто принимать такое количество ударов в голову. Просто Сула говорит, что не сильный удар, а мне, наоборот, показалось, он ему прям двойкой, бам-бам. Мне кажется, 99% людей бы отрубилось. Людей, да. Но это профессиональный боец, как бы так. У него и держалка как будто... Но я думаю, что он все-таки не точно. Если бы точно попал бы, и туда, куда надо, и чуть-чуть, может быть, даже и побольше. Но это уже просто физиология. Это мы люди. Он не биоробот какой-нибудь. Он по-любому упал бы и не встал бы. Просто, мне кажется, он не точно ударил. Хотя ударил достаточно, чтобы его на жопу посадить. Да, это вспоминаешь бой его с Холлоуэем, такой один из самых тоже кровавых там боев UFC. Тоже сколько вот он урона принял на себя, просто уже весь с раскровавленным лицом, шел рубиться. При этом как бы забыл вообще про то, что он борец. И при этом тоже не падал, а просто принимал весь вообще возможный урон на себя, который есть. Ну, есть же, вот смотри, Михаил, и наверняка у тебя было такое, то, что видел ты такие поединки. Вот идет чувак, да, допустим, к примеру,
И сколько вот так же вот на бошку принимает, ударов принимает. А потом один какой-то непонятно, вот точно ему попадает, и салам алейкум, он просто в глухой нокаут. И не сказать то, что он ударил сильнее, чем до этого кто-то бил, или что-то в этом роде. Какой-то, наверное, тоже это самое, накопительный эффект наверняка тоже есть. 100%. Но есть то, что чувак, который попадает прям туда, куда надо. И не совсем сильно. Бах! И до свидания. До этого он бил, короче, в другие места. Он не... А потом один раз шакс, и... Нет, с В общем, этим, добрый с этим я вечер. соглашусь, то, что стопудово есть накопительный какой-то эффект. Вот, но, не знаю, пока вот у Брайана Ортеги, не знаю, как-то голова работает очень крепкая. Еще пару боев, я Ну, думаю. наверное, да. То есть Тони Фергюсон, есть ощущение, что на этом как раз сломался, что слишком много он принимал в себе урона. Плюс Ортега действительно уже такой достаточно возрастной для боев. Вот. Ну да, я тоже не верю уже в его какое-то чемпионство. При этом боец опасный, сильный, хороший. Давайте про Валентину и про Грассу поговорим. Давайте. Ты думал, что выиграет Грасс. Это третий их бой. Ну, это я думал, что выиграет Грасса, ну, как бы так и коэффициенты, вот все думали, что выиграет Грасса, с небольшим она, у нее же там был сколько, 1,87, да, по-моему, на Валентину 2,02, да, если, то есть, ну, небольшой перевес был, да, вот, и при том, что она чемпион, как бы так уже сабмитила Валентину, то есть уже опыт в этом плане есть, это не какая-то там непаханная земля. И второй поединок она тоже типа 5 раундов продержалась, она поняла, что, короче, умеет дышать и все в этом роде. И я предположил, что вполне вероятно Грассу одержит победу и победу финишем. Но Валентина вообще просто красавчик, она абсолютно все изменила. Новый человек против Грасса вышел, абсолютно. Ну, будем честны, первый раз она ее не то чтобы засабмитила, а там Валентина Шевченко сама больше ошиблась и отдала спину, да. Но она засабмитила. Любое поражение, Нет, имеется- дружище, нет, любое я- поражение это ошибка. Там не было такого, Любое что поражение ошибка. она там своими какими-то действиями прошла в ноги, там обошла гард, задушила. Там Валентина Шевченко ошибилась, отдала спину, та как бы довела прием до конца. Второй бой, я считаю, что Валентина Шевченко выиграла, там просто подарили победу. Они подарили ничью вот эту вот, которая в итоге состоялась. Там, тем более, один судья, который судил, отдал 10-8, из-за которого как раз-таки ничья была. Он после боя сказал, что это его ошибка. То есть можно говорить сейчас уже конкретно после его слов, что Валентина Шевченко второй бой конкретно выиграла. Ну да, но в любом случае во втором бою был... Вот такие сослагательные каких-то этих... Просто во втором бою был около паритет, то есть Да. равный был бой. Однозначно он был равный. Валентина была лучше. А в этот раз, конечно, она просто взяла и забрала все 5 раундов. И совершенно другая Валентина была. Абсолютно вообще другая. Правильный тактический. И она не просто... А вот у меня такой... Она реально страховалась, Грасса. Она вот это... Вот я вот заметил то, что вот этой вот безбашенной, короче, Валентины, которая допустила ошибку и ее задушила, да, как раз уже не было. Уже была такая, ага. Ну, конечно, это уже третий бой. Они примерно понимали, что друг от друга можно ожидать. Но Валентина вообще просто молочек, я так скажу. Мне еще понравилось, что обычно 36 лет для ММА и вообще для чемпионских боев это уже прям какой-то too much Она возраст. чемпионом Она становится, в 36 да? лет забирает Офигеть. пояс. Мне вот интересно, что дальше UFC придумает. Они будут что ли делать четвертый бой. Ну, как будто бы, да. Как будто бы логично сделать четвертый, 1-1 счет, типа четвертый бой Как будто поставить. бы, вот вам не обратили, вот не показалось вам, что как будто бы это был не день Алекса Грассо. Вот такая. А это вообще был не день мексиканских бойцов. Вот как будто вот есть вот все, не говорю то, что сейчас вот тупо не с той ноги встали, короче. Вот такой вот есть вот, потому что, не знаю, сейчас вот мне там братья Хргызы, наверное, меня... Да нет, там, наверное, было, может, большое давление, большая Ну да, ответственность. все-таки как бы прям... Где независимости дерутся. Она уже третий раз с ней дерется. Ладно, если бы в первый раз. Она уже в статусе чемпиона. Она уже защитила пояс, как бы так один раз, да? Но это Сула, это вообще, мне кажется, такая фишка женских боев. Вот как Вполне раз вероятно. Валентина вероятно. Шевченко, она... Эмоции, слишком много эмоций. Да, то есть они Как? они очень... Эстрадиол, да, я правильно говорю? Какой-то Виктория. гормон женский, да? Да. Какой-то женский Женский. гормон. Просто вообще женские бои прогнозировать очень такое неблагодарное и неблагородное дело, потому что там вот X-фактор очень сильно решает. Ну, после Ронды Роузи, да. Когда была Ронда Роузи, было очень Команда Нунес легко. проиграла Да. тоже. Тоже. На самом Да, деле, да, в да. женских боях бывает такое, что типа... Но он там твою такой соперницу серьезный там вообще. 8, да. Сайборгу, да? Офигеть.
Там Сайбор такая же. По идее, Сайборг, да, проиграл ему. Я Да, прям да. на такую, с такой только там и в камень бы в руки взял бы или биту. Я бы так побоялся, вот ты чё? Кажется, как раз фишка женских боев в том, что там может случиться вообще все, что угодно. Но Валентина Шевченко очень долгое время показывала уровень, очень высокий класс, и как раз с Грасса круто, что она, ну, для истории какой-то, круто, что она смогла забрать победу сейчас. Она же здесь выступала одно время по кикбоксингу в Казахстане. Она вообще начинала. Я Антонину, кстати, знаю, ее старшую сестру. С Еленой тоже знаком. А, кстати, она часто приезжает, у нее же есть бойцы, которых она Она, менеджерит. если я не ошибаюсь, она то ли президент, то ли исполняющий Федерация Муай-Тай. Да, Муай-Тай. Муай-Тай Кыргызстана. Она И прям тащит пацанов. она в Алматы часто бывает. Да-да, она очень большую работу делает в Кыргызстане именно по развитию муай-тай. У нее очень много молодых, вот и детей практически ходит. Она, Елена вообще красавица. И ММА бойцы тоже у нее сейчас есть. Вот я с несколькими записывал даже интервью. Да, мне тоже нравится. И у них, конечно, супер крутой такой вайб у всей семьи. Ты слышал, как она... Ты видел когда-нибудь, как... Ну, я, по крайней мере, вот на чемпионате мира, когда мы были по муай-тай, я видел, как Елена болела, поддерживала, короче, Антонину. Там прям жесткая поддержка. Там прям Антонина чувствовала и понимала. Мама рядом, мама смотрит, все нормально, короче. Это было прикольно. Я первый раз такое видел, кстати. Вообще интересная история. Вот так даже если подумать, мне кажется, прям супер редкость, чтобы вся семья именно женская была бойцами чисто амазонки. Мгм. Вообще прям все трое. Ну, мне кажется, что для Валентины Шевченко сейчас такой самый подходящий момент, чтобы завершить карьеру. Мне кажется, Нет, она как еще бы- сможет. Почему? Нет, сможет, но... Деньги, вот Дидар. Нет, я, если убрать этот факт, там, деньги на Динеро. Как Они его же убрать? С Перу там же. Динеро. Прикиньте, вот сейчас она обратно уходит чемпионом, ее никто там не выиграет, грубо говоря. Мне кажется, это сам... И возраст. Да это так не работает. С Алексеем, бойцов. думаешь, не будет? Нет, если убрать... Ну, прям должен, Она прям еще в форме, напрашивается. ну, то Да, Я понимаю, да. я понимаю, вот зачем. Она сделала другую вообще тактику, она себя вообще то есть другим бойцом, да, она вышла. Мне кажется, это интересно. Просто мне понятно, когда говорят закончить бойцу карьеру, только вот относительно там Тони Фергюсона. Просто чувак встревает на протяжении уже скольки там 8 или 7 поединков, причем его деклассируют каждый раз, деклассируют вообще и в борьбе, и в ударке, и в миксе, вообще в чем угодно. Просто вот человек, который, ну, видно, что уже растерял вообще все, что у него было. А ты хочешь, чтобы типа боец уходил на пике? Да. Мне кажется, это неправильно. Ну, даже вот по поводу и его здоровья, и его кошелька, она может выступать еще, не знаю, года 2-3 точно, и представь, там в год там получать $1 миллион плюс. Ну, кто от этого откажется? Хабиб закончил карьеру на пике. Нет, сейчас, если говорить не про деньги. Сейчас никто не усомнится, что он, грубо говоря, величайший. Ты комментарий почитай, 100 людей уже усомнилось. Нет, будут писать там, да, но это же, грубо говоря, не объективно. Мы все понимаем, что он ушел на пике. Братан, мы тоже субъективны. Здесь, по-моему, я вот понял, не знаю, вполне вероятно, ты и прав. Возможно, я ошибаюсь. В клетке произойти может все, что угодно. Могут любого жестика шатануть так, что вот, пожалуйста, тот же Тони Фергюсон. Шатанулись сколько? 2 года, 3 года назад. Кто ожидал? И салам алейкум. Величаю, а мы его... сколько было разговоров? Блин, жаль, что, короче, Фергюсон... Хабиб ушел, и они не подрались, короче. Да, 3 раза же их бой срывал. Да, а сейчас что? И все, что угодно может быть. И я думаю, то, что, знаешь, вообще Хабиб вообще красавчик в этом плане, то, что он ушел, потому что там эти американцы уже, я думаю, его прочитали. Ну, судя по тому, что Ислам выигрывает, не сказал бы. Да. Прочитали. Да не, он точно... Ислам хороший. другой. Я Ислам к тому, другой. что- И ислам... Ладно. Я к тому, что, в любом случае, уходить на пике, сейчас столько разговоров про то, что Хабиб, типа, не подрался, там тоже есть там с Тони в свое время, там и с Чарльзом Оливейрой сейчас, там, что Арман Царукян бы ему там предложил. Очень грустно, что он ушел. Я не хочу, чтобы уходили бойцы, особенно на пике. То есть я хочу, чтобы бойцы уходили на спаде, вот после 8 нокаутов, там, ничего такого. Ты жестокий по отношению к здоровью Я к тому- бойца. я наоборот, я очень... Какое другое слово? Жестокий. Антоним какое слово жестокий? Мягкий. Очень мягкий, да. Я хочу, чтобы бойцы зарабатывали деньги, потому что, это конкретно Хабиб окей, потому что Хабиб это все-таки имя. То есть Хабиб, если завершил карьеру, у него там огромное количество бизнесов, у него огромное количество связей. Это мужской мир, ММА, а вот Валентина Шевченко завершит, я не думаю, что ей предложат там 1000 контрактов. Тут согласен. Но, к примеру, взять того же Тони Фергюсона, сколько денег он заработал, и сколько денег из них он сейчас потратит на свое Я здоровье. думаю, что он вообще как раз и фишка Тони Фергюсона, что он ничего не тратит на свое здоровье, поэтому у него с ним проблема. И зарабатывает он очень много. То есть,
Очень много? Да-да-да. Ну да, он звезда уже. Шабиб, да, он еще, по-моему. Да я думаю, что он только не делает. Поэтому, не знаю, мне кажется, что бойцам надо уходить именно когда у них вот... Ну, вот реально, я просто говорю, я так пытался анализировать имя бойца, который я хотел бы, чтобы ушел из UFC. Это только Тони Фергюсон. Ну, реально, просто человек вот собирает урон, у него будет какой-то... Ну, надеюсь, не Ну, кстати, будет. вот неплохой пример, вот, чтобы уйти, да, вот, я думаю, еще и Конор. Да, по башке получил, не выиграл. Ну, все равно, типа, салам алейкум. Ну, Конору пофигу, да, то есть Конору все равно, у него действительно уже есть там контракты, миллионы, он там своих уже внуков обеспечил всех, я думаю, даже правнуков. А там, будучи действительно Валентиной Шевченко, я не думаю, что... Понятное дело, что она там высокооплачиваемый очень спортсмен, но деньги имеют свойство заканчиваться, если у тебя нет какого-то большого бизнеса. Там, у Хабиба и у Конора с этим все в порядке, там, у Гегарда Мусаси с этим все в порядке, а вот у Валентины Шевченко я не знаю точно, но никогда не слышал. Гегард Мусаси закончил карьеру? Ну, не закончил, просто у него же, типа, история Гегарда Мусаси в том, что он все свои бои всегда откладывал деньги, вкладывал в недвижимость. М. И у него сейчас, типа, там что-то 30 объектов недвижимости за время боев он успел купить, инвестировать. То есть он уже тоже может вообще забыть о боях, там, все его там внуки могут забыть о боях, а просто ему будут приходить деньги всегда. Прикольно. Да, вот бойцы, которые там, думали о инвестициях каких-то, они в целом... А вот если бы у Валентины Шевченки тоже сейчас был бы какой-то сторонний бизнес, условно, который ей бы обеспечивал очень много денег, ты был бы за, чтобы она закончила карьеру сейчас? Ну, я пике. бы... Не, смотри, я бы за бы не был, я бы тогда бы, ну, сказал бы, что у нее не будет там каких-то, условно, проблем, я бы не говорил бы про заработок. А так ей надо зарабатывать, мне кажется. Не, ну, здесь я не совсем с тобой согласен, Михаил. Я думаю, что она мне... Блин, конечно, плохо считать чужие деньги и что-то в этом роде. Но мне кажется, она обеспеченный человек. То есть, если она сейчас завяжет... Ну, а ты знаешь, что ей приносит еще деньги, кроме боев? Мне кажется, ей вообще ничего ей не надо, что... То есть, Не, она... ну, как это работает? Ну, просто это немножко неправильно, наверное. Опять же, говорю, считать чужие деньги. Лям, я думаю, у нее есть. Ну, а просто мне кажется, что лям это не какие-то там деньги. Условно, если у тебя там этот То лям... есть это та сумма, которая и детей твоих подымет, даст образование детям, Мгм. и ты будешь жить и не работать, и ты будешь жить в хорошем месте. Там, они сейчас где там в Перу живут, там вообще за лям, Вася, там можно вот... Это и в Казахстане можно за лям жить так, что Нет, прям... тут же вопрос в том, что типа лям для тебя, ну и для меня, да, предположим, мы там из одного примерно экономического там уровня, да, какого-то, и лям для человека, который там этот лям поднимает там, да, несколько лямов поднимает там раз в год, это разные вещи. То есть, ну, у тебя с каждым разом... Не, другой. подожди, Скажешь, подожди. Мы что- сейчас говорим только о доходе, а ты с дохода технично переходишь на расход. Мы же не знаем, как она расходует эти деньги. Ну, я уверен, что типа это связанные вещи. Я просто точно знаю, когда там я зарабатывал, не знаю, в разы меньше, мне хватало того, что у меня есть, я мечтал типа там о зарплате, которую я там потом стал получать. Получил ее, Но есть же такая тема, братан, то, что есть определенный период, определенный пул, короче, денег, после которых там, ну, неважно, сколько у тебя уже денег. И мне кажется... но это не про бойцов ММА. Вот Это про ну, каких-то хорошо, я Илонов просто... Масков там. Я этого, честно сказать, я не миллионер, и мне сложно судить. Но вот мне кажется, все-таки, если вот она вот сейчас вот закончит карьеру, мне кажется, она на улице, и то есть у нее все будет Дело же не хорошо в улицу, по-любому. понятное дело. Тут же тоже, значит, мне кажется, здесь же тоже зависит от того, дружишь ты с головой или нет, там, допустим, тратишь ли ты, как, допустим, деньги на женщин, на всякое такое ерунду, и у тебя раз там, в конце концов, короче, у тебя ничего не осталось. А если ты там, допустим, не то, что откладываешь, ты не тратишь на всякую ерунду, не покупаешь там супер какие-то дорогие спортивные машины, которые тебе не нужны, не тратишь там на, ладно, в случае Валентины, там, на каких-то там... Она замужем, нет, кстати? Ну, допустим, вот, да, вот там на каких-нибудь там красивых мальчиков там, да. Если вот этого, ну, но она вроде бы в этом не была никогда в подозрении. То есть я не думаю, что, знаешь, там, она вот за прошлые поединки заработала там 2-3 ляма, и то, что она уже их потратила. Сомневаюсь, брат. И, то, знаешь, она то, что она их потратила, на то, чего у нее уже нету. Вот небольшие сомнения. Не знаю, я точно... Вот, поэтому я же говорю то, что у меня есть сомнения, и я думаю, если она так не потратила, как вот некоторые тратят же, да? Я понял, что ты имеешь в виду, но мне кажется... Я никогда не слышал о ее бизнесе, я просто... Не бизнес, даже просто Ну, это же положить в важно, депозит. деньги должны работать. Даже хотя бы ты депозит ты раз там положил
тебе уже там в долларах, там сколько там, 2% могут там в год, короче, да, прилетать. Там, допустим, либо ты купила квартиру, там, допустим, сдала, там, или там кафе какое-то открыла, там, спокойно. То есть вот такие детали мы не знаем. Да, но я И про это если ничего человек не слышал. тратит деньги, то, возможно, на депозите она же как бы так... Ну, это возможно, Сул, просто мы что-то долго на это... Да. Я к тому больше, Да, что, короче, если есть какие-то истории, где мы слышим, что, типа, есть у человека бизнес, есть у человека недвижимости много, он про это вкладывает. Про Валентина ничего такого не слышал, надеюсь, у него все это есть, но я к тому, что в любом случае деньги надо зарабатывать, и мне кажется, что просто, ну, ничего не делать, когда ты Я способен бы это за то, делать. чтобы она не уходила не потому, что вот сам. Мне кажется, она еще прям офигенно что покажет. Окей. Мираб Двалишвили, Шон Омели. Вы были в шоке, джентльмены, или нет? Нет, я сразу сказал, Мираб победит. А вы? Ну, я хотел, чтобы Шон Омели его нокаутировал, если честно. Так. Я прям надеялся на это. Не любишь хинкали? А я не люблю скучных чемпионов, которые не могут какое-то шоу подарить. То есть он что, Я вот тоже, мне кажется, скучный Мираб это прям Что, вообще... он же головой в прорубь. Еще. Нет, скучный в октагоне. До октагона он может Он делать целовал что его, ты угодно. видел, он целовал его. Кстати, что вы думаете об этом поцелуе, об этих поцелуях? Мне кажется, так не надо делать. Почему? Он- Ну, я видел. Просто в ММА есть правила, наверное... Запрещается бить в спину и целовать. Вообще, да, Надо зрителям сказать, там был момент во втором раунде, в конце, там буквально секунд 5, когда осталось, у них там была возня. Мираб вышел на Клетки. гильотину. Для тех, кто не знает, Мираб Двалишвили во время того, как делал гильотину Шону Омейли, прижал его к клетке за Целовал. За 5 Целовал его плечи. 5-10 секунд до гонга он стал зачем-то целовать его спину, плечи. Хотел придать элемент шоу. Да, но это в целом выглядит... конечно, Я думаю, что это было нежно сделано, без всякого, знаешь, такой агрессии. мне Я, кажется, наверное, все-таки всё-таки. против такого. Мне кажется, октагон место, где бьют друг друга. То есть хочешь драться, дерись в клетке, хочешь целоваться, целуйся в В кровати. постели, да. Вот такой слоган новый. Целуйся с женщиной, лучше так будет сказать. Если ты женщина. Что значит это? Пускай целуется. с Нормально, это противоположным норм. Это норм. Целуйся с противоположным полом. Мне кому что нравится. Ну, я к тому, что, короче, клетка — это точно не место для поцелуев. Вот, и для всяких других штук. И понятное дело, что он пытался как-то вывести его там из себя, и он, собственно, у него получилось. Потом Шон же вскочил. Да-да-да. Да, да. Да, хотя Да, это было легитимно, потому что оставалось 2 секунды еще. Да. Причем Хобдин тоже сказал, что там, это всё легитимно. Да, он сказал ему не делай, типа, таких Да. вещей. он же типа остановил их, сказал, встаем. И не за... Нет, он Нет? не говорил. Просто Мираб постоянно смотрел же на время. Он вообще, кстати, вот, один из тех бойцов, который, типа, прям контролирует время ведения боя. Мне это вообще он не увидел, нравится, что- отвечаю. Ну, это работа. Когда он видел, что остается, типа, 2 секунды, он взял, типа, встал, пошел, но у него удушка не получалась, и тот ему, Мгм. типа, долбанул. Но, кстати, в начале боя тренер Кстати, как да, раз там Шона Омейли, он же тоже Мирабу что-то кричал, хотел Там вывести кричал, его. Давай, иди да. вперед, типа такого. И как раз таки Мираб просил тайм-аут, Да, он и разозлился, Хербдин, да, разговаривал попросил, там. типа, А в смысле, он что, хотел тайм-аут? Для чего? Тот ему говорит, Не, он давай ему иди сказал, вперед. типа, То есть, мне кажется, там что-то прям серьезное, что Мираб, он так. короче, говорил, что там, по-моему, после боя на пресс-конференции говорил, что Алджимейн Стерлинг в бою с ним, то есть, когда Шон Омейли дрался с Алджимейном, Ну, вот после точно этого. так же угловые кричали, давай, Алджо, иди вперед, и в этот момент, короче, его нокаутировали. И этот же прием они хотели сделать на Мирабе, и чтобы Мираба пушили идти вперед. Мираб это услышал, начал сигнализировать Хербдину, типа, успокойте их. Хербдин сказал, ты, короче, дерись, тайм-аут не проси, это типа моя работа, я сам буду за угловым следить. Он и угловым дал замечание, и после этого вроде как угловые ничего не подсказывали уже, ничего не выкрикивали в сторону Мираба. Да, короче, болельщики, да, ультрас, короче, да, пришли туда. В команде Ну, это были определенный ультрас. тактический ход, если честно. Да. Просто, ну и да, и про Алджи говорили, что он подумал, что это его угол сказал. Да. Он пошел вперед, его как раз бам. А почему, кстати говоря, почему проиграл Омейли? Давайте вот так. Ну, потому что... Не Он тот, был в не своей- тот в своей- уровень борьбы. Да, дело Только даже не из-за в том, что борьбы? в борьбе. Просто, типа, действительно, вот эта пафосная такая, и немножко, может быть, тупая фраза, но стили делают бои. То есть Ага. вот стиль Шона Омейли, точнее, стиль Мираба не контрится стилем Шона Омейли. Потому что он постоянно двигается, постоянно дергается, постоянно нагнетает темп. Ага. И очень сложно что-то придумать. То есть против этого. Единственное, что у него, по сути, у Шона это сработало, это когда он по корпусу пробивал фронт-кики. Офигенно, Типа. офигенно пробивал, кстати. Но поздно, да, по-моему? Да, уже в 5-м раунде. Но он же с первого раунда только по корпусу работал. И это принесло плоды только в 5-м раунде. Он его, видимо, хотел замедлить, чтобы тот постоянно не проходил. Мне кажется, он просто в 5-м раунде попал все-таки. Ну, может быть, конечно. Но все равно тоже тот же самый накопительный эффект. Наверное, они
так и хотели, чтобы замедлить его ударами в корпус, чтобы он постоянно не наседал и потом уже где-то подловить. Но получилось только в 5-м раунде уже. Раб вот неудобный, говорю, для Шона, он прям неудобный. Он Для еще, кого он удобный? вот, ну, в целом для Умара он намного удобнее. Мгм. Потому что Умар умеет контрить борьбу. Он умеет контрить борьбу, плюс... Что вы имеете в виду контрить борьбу? Я не совсем понял. Ну, его так легко не привести, то есть, на самом То есть деле... защита от проходов у него есть, да? Да, и он борьба, сам- он да? и сам может И борьба в переходить. стойке, да? Он Вот и это переходит, имеете в виду, да? и, типа, защищается от борьбы хорошо. И, в принципе, он еще более агрессивно, наверное, бьет. То есть Шон, он именно, типа, один какой-то удар. Ждет, там... То Да, есть у него не серийная он работа. точно ударит и попадет, нежели чем просто будет выбрасывать, как тот же самый Мираб То Двалишвили. есть можно ли сказать, блин, вот тоже, да, сложно, да, вот, а что было, Не, вот сейчас вот такой момент. Если бы напротив Мираба будет Умар, то Мираб Двалишвили, мне кажется, тоже будет думать о том, как защищаться от борьбы. Тут он уже не думал, что он может пропустить тейкдаун. Он спокойно стоял в своей стойке, он был в своем темпе, он в любой момент мог пройти в борьбу в этом плане. А если напротив него будет Умар, он уже будет там переживать за этажи, по-другому выстраивать свой геймплан, руки будет отпускать, когда Умар может его поймать. То есть у него будет мозг, мне кажется, перегружен, и от этого типа, у Умара будет больше вариантов на разные атаки. Ну, кардио дикое вот все равно у Мираба, что мне прям очень нравится. При этом человек достаточно поздно действительно в ММА пришел. И вот просто какое-то неадекватное кардио. Я не знаю, как вот так можно работать на протяжении 5 раундов в высоком темпе, постоянно там совершать какие-то там огромную кучу действий. Очень круто. Я думаю, что если бы еще было бы там условно 5 раундов, то Мираб бы и 5 раундов бы дальше бы так же работал. у него же был еще поединок с Петром Яном. Вот Да. как вот можно вот так вот экстраполировать это, вот посмотреть? Ну, слушай, там он очень был странный. Это единственное реальное поражение Петра Яна в UFC. Потому что все равно с Шоном Умейли, не знаю, ну, есть ощущение, что там равный был с бой. Алджимейном второй Салджи бой. вообще, типа, ну, мне кажется, обокрали. Думаешь, обокрали Мне второй кажется, бой? Второй бой, да. Вот, поэтому я думаю, что это единственное поражение, и там Петр ничего не мог сделать, хотя он и не бил руками, я не знаю почему. Вот все говорят, что у него были травмы рук. Но зачем ты выходишь, когда у тебя травмы рук? Мне тоже это непонятно. Но по бою с Петром я не знаю, что вот можно сказать. Просто Петр там был не совсем Петром. Мгм. Так, ну тогда вот, да, получается, следующий бой уже конкретно, типа, да, это С с Умаром. вероятностью 90%, да, Дана хочет. И что, как вы думаете? Ну, я фаворитом Замены. вижу Умара, вот, но не скажу, что это будет там супер легко. Не рано ли еще Умару, а? Не, он второй номер сейчас. Нет. Я понял, что ты имеешь в виду, что он второй номер. Ну, Я имею в виду, Будет, ну, готов ли он психологически. То есть это же, мне кажется, здесь будет вот очень большую роль играть, готов ли он стать чемпионом. Слушай, ну он возглавил сейчас вот карт, когда я летал в Абу-Даби. 5 раундов боя против реально сильного там, бойца, против Кори Сандхагена. И... Это понятно, то, что сильный боец, это, но не против чемпиона. Не та тема, то, что если ты побеждаешь, ты становишься чемпионом. То есть все-таки здесь какая-то больше ответственности, однозначно. Вот потому что с Кори Сандхагеном, я скажу, мне кажется, был момент, когда Умар поплыл именно психологически. Но его накачали сразу же там, да, то, что его угловые, его хорошо... Но у меня, мне кажется, там он свой даже с Сандхагеном свой потенциал весь не показал Умару. Я вот в этом уверен. И не показал его потому, что вот он был не совсем готов, мне кажется, психологически. даже если он не был готов в бою с Кори, то, по крайней Здесь, мере, думаешь, он в будет, этом да? бою научился себя контролировать. Может так, да? Да. Вполне Не вероятно. знаю, Вполне а так-то вероятно. я да. просто, честно, не заметил. Тут 4, ну, минимум 4 из 5 это, раундов. опять же, субъективщина моя чисто. Просто минимум 4 из 5 раундов выиграл Умар, скорее всего, даже 5 из 5 раундов. Да, вполне Я не вероятно. понимаю, чем он... типа, Не, я же сказал то, что он не показал своего потенциала всего. Я к этому говорю, то, что он мог быть лучше, он мог 5 выиграть, он мог, допустим, финишировать там. Я это имею в виду. То, что его потенциал полностью, он там не был раскрыт. Были моменты, когда он плыл, я к этому имел в виду. Ну, давай чуть поспорим. Ну, в хорошем русле. Я просто, знаешь, Мы можем жестко здесь заспорить. не надо. По поводу того, что ты тоже такой сказал, что я думал, Мираб типа финиширует. Я все еще вот Ага. возвращаюсь к стилям. Мираб Ага. финиширует Омели. Мираб за все свои бои в UFC, у него один финиш, когда он проиграл финишем. У него вообще, он не финишер, у него руки подушки.
Мгм. Просто вот накидывает кучу урона, вот так накидывает. Но мне кажется, он вообще-то и не думает, чтобы вкладываться нужно. И он вообще не ударник. Он больше... А-ля Бен Аскрен, короче. Ну, да, Бен Аскрен просто вообще не бил, а Мирап именно бьет, Да-да-да. он урона как будто не наносит. Он бьет, очень много бьет, ударов много, а они, я так не совсем понимаю, к чему вообще приводят. Да. Поэтому я не думаю. Чемпионскому поясу UFC. Вот чему они привели, Финиша Михаил. нету. И вот когда ты там говоришь, что типа почему Умар не финиширует, Умар тоже он... Вот посмотреть его с Бигзатом бой, например, хотя он и забрал там раунд 10-8, к финишу-то он не был близок. Поэтому не знаю, то есть, мне кажется, вот сейчас бойцы, они тоже... Есть бойцы крутые, вот, например, как Рибович. Да, вот чел просто вышел, вот то, что бой получил бонус, и просто вместо того, чтобы бороться, у него же были какие-то моменты, он мог там перевести, нафиг ему эти переводы, они просто рубились жестко. Вот парни понимают, что они идут за бонусом $50 000. А бойцы нового поколения, именно такого, не олдскульные, потому что Рибович тоже молодой, но он именно какой-то олдскульный закалки. Деньги, я все-таки Не понимаешь, что типа эффективность самое главное. Что там этому Умару 50 штук? Да, я говорю, главная эффективность, главное типа рейтинги, главная победа. И когда вот тоже ты говоришь про психологическую историю, с Мирабом спаррингует Хабиб, там, чемпионы, там, лучший там легковес там за всю историю. С ним Ислам Махачев спаррингует, это номер 1 паунд-фу-паунд на данный момент. Усман Нурмагомедов, это тоже там первый номер Беллатора. То есть у них такие спарринги, что я не думаю, что кто-то там нервничает, потому что с тобой так спаррингуют самые убийцы. Не, о, Михаил, господи, ну о чем ты говоришь? Пожалуйста, есть у нас чемпионы, которые это самое, в зале, он чемпион. Как только выходит это сам на соревнования, он уже не чемпион. Он второй рейтинг. Ты сейчас переводишь абсолютно в другую сторону. Я говорю конкретно о том, что... И ладно, бог с ним. Ну, ты понял, что я имею в виду. Да. Есть чемпионы залов, но только он выйдет туда куда-нибудь, он уже совсем не чемпион. Хотя там на тренировках ломает вообще Вася, никого не чухает. А есть такое ощущение, что сейчас Мираб будет избегать поединков, пока он чемпион? Вот тот же, примерно как Билал Мухаммад. Полгода, я думаю, он смело будет просто тупо отдыхать на лаврах вообще. И Я почему-то имеет тоже право. такое ощущение. Имеет право полное. Не знаю, а он же не замечен был вроде. Почему у тебя такое ощущение? Ну, Билал, по-моему, тоже Вы никогда думаете, не был полгода замечен. это много? Ребят, джентльмены, полгода чемпион, он только подрался, 5 раундов сделал. Он чемпион, он же может иметь право полгода не выходить ни с кем. Чемпион 2 раза поединка Какой в смысл год не проводит работать? Что это ему норм. Что Ты значит? же, Полгода без чемпион, денег. Это же не такая история, да, когда типа ты чемпион, Хорошо, а тебе зарплата сколько? А платится. сколько, как ты Мне думаешь? кажется, вообще Дана же сказал, что он хочет в начале следующего года. С Мираба сделать? Да, Мираб Умар. В начале прям сделать? Да, типа сказал, начало следующего года. Тут в целом, мне кажется, как раз там 4-5 месяцев. Ну, полгода окей, это адекватный срок. Ну, Это да, я ж два поединка в год, тем более для чемпиона, мне кажется, это норм. в пределах полугода, да, наверное. Ну, точно, мне кажется. Прекрасно. Просто Мираб, не знаю, у него как бы и поражения были, и, в принципе, очевидно, что ему нужны деньги, там тоже вот он там деньги любит. Но у них, на самом деле, интересно, чем команда, как раз Мираба. У них практически все, там, Элла Квинта, по-моему, первый, кто это начал делать, у них все занимаются продажей недвижимости. Сейчас же и Фанки Мастер тоже занимается продажей. Ну, Стерлинг занимается продажей недвижимости, Элла Квинта, и у них прям все в зале. По-моему, Вайдман тоже, по-моему. То есть у них прям зал такой, где типа все Мгм. занимаются продажей недвижимости, но Там Они риэлторы. риэлторы, да. Элла Квинта был, кажется, черные риэлторы. Банда черных риэлторов. над Эллой Квинта же, точнее, Конор угорал над Хабибом, что он, да, что он выиграл всего лишь риэлтора, типа, в Сейчас же и Стерлинг тоже риэлтором стал. И вот я думаю, может быть, Мираб сейчас тоже станет. Не знаю. Короче, у них прикольная, интересная команда. И на самом деле там много чемпионов. Вот. Мгм. А это ATT у них? Нет, это не ATT, это нью-йоркский зал, блин, забыл название. Это как-то... Короче, оттуда какое-то- Стерлинг, Какое-то прикольное еще название у них, школа их. Тоже вылетело из головы. Ладно, напишите в комментариях. Вот я Просто вспомню думал, к концу. почему Шон выиграет, потому что он уже дрался со Стерлингом, примерно стили знает, как ловить знает борцух. Удар у него точный, удар у него сильный. Ну, блин, вот Мираб как будто... Не знаю, мне вообще Мираб... Он мне кажется таким отталкивающим персонажем, когда я же не знаю его в жизни, но то, что я вижу в соцсетях, там, в боях и так далее, он сам по себе такой отталкивающий. Не знаю почему. Не вызывает у меня какого-то чувства симпатии. Не знаю, как у вас. Ну, Шон Омели как бы так тоже там, еще то Аторо. Шон Омели Еще там то у понятно, него у него там какой-то... Свистит вообще нереально со всех мест.
Мне, наоборот, нравится, что Мираб, он генерирует постоянно какие-то либо мемы, либо генерирует какие-то новости. Он же тоже к бою с Шоном О'Мейли, он нашел парня, который похож на Шона О'Мейли, с ним просто сделал там 20 каких-то роликов смешных. И реально довольно, забавно получается. На это нужно отдать должное, да, типа он красавчик, умеет раскручивать бои. Ну вот как сам он персонаж, я не знаю. Ну, знаешь, там до боя за 2 недели он получил рассечение, потом у него стафилококк, потом он там облет до этого упал головой, куда-то залезает, откуда-то падает. Джабчик еще тот, что говорит. Не, ну как он после боя, когда ему надели пояс, как он, кричал. Эмоции вообще были. Потому что там основная была история I'm normal guy. Я обычный мужик, дошел до этого. Реально, на самом деле история очень крутая, голливудская. Парень приехал в Америку ради своей мечты, долго работал на стройке, параллельно с этим тренировался, причем успел 2 раза в UFC проиграть. И что тупые 2 проигрыша. По-моему, да? Да, по-моему, 2 первых боя у него было поражение, потом с турнира в UFC в Москве, первый турнир российский вообще был, он там одержал победу, и после этого у него пошла прям серия, вот он дошел до титула. Просто история супер интересная. Но, да, он такой, хоть и спорный парень, но мне именно нравится, что он генерирует смыслы. То есть неважно там в каком ключе, положительном или негативном, но при этом постоянно какие-то истории у него есть, он там в них влипает, как это круто получается. Да, они в этом плане умеют. Он украл куртку же тогда ушел. Да, еще залез на... Ты еще можешь придумать. Да. Ну, прикольный чел, прикольный. Не знаю, блин, как чемпион мне вообще не нравится он. Что он будет делать? Он будет также бороться. В плане засабмитить он не сможет, нокаутировать не сможет. Что от него ждать? Давление, борьба. Да? И типа он не будет продавать бои, скорее всего. Не, ну есть же у нас, вот мы же услышали, что Умар. Уже интересно, если он щелкнет это нам на Умара... СНГ он интересен. Быть, за рубежом не интересен он. Почему ты думаешь? Он не будет продавать бои. Думаешь? Ну да, я тоже не уверен, что это будет какой-то супер pay-per-view, действительно там блокбастер, но там хотя бы будет фигурировать фамилия Нурмагомедов. Что да, вот это то, что всякие там арабы, короче. Там тоже в углу будут показывать только Хабиба. Ну да, скорее всего, так и будет. Вот, плюс, не знаю, видел ты или нет, ролик, как в Грузии смотрели бой Мираба. Не смотрел? Там на площадь, на какую-то центральную, вышло в Тбилиси просто, не знаю, 1000 людей. И на одном из зданий на экране показывали бой в прямом эфире, и там просто были там 1000, может быть, десятки тысяч людей. Не знаю, прям очень много. Целая площадь людей, все орали там, Мираб, давай. То есть, в принципе, вот целый регион, грузины прям хорошо топят, у них уже 2 чемпиона, Илья Тапурия. Офигеть. Теперь Мираб. Офигеть. Сколько их миллионов человек, а? 3 миллиона. Офигеть. У нас до сих пор ни одного нету. Ёп ты годить. Ну, в целом, 2 человека близко. Офигеть. Да, кстати, вот насчет близко. Этот Дана Уайт, твой лучший друг, да, как мы поняли, обещнулся сказать, он сказал, что скоро будет драться Шавкат Рахмонов. После UFC ночи он После UFC ночи я скажу, когда и с кем. И я сидел и ждал. И он ничего не сказал Михаилу. Должен, наверное. А может быть, знаешь, тоже у него были какие-то планы, условно, кто-то отказался. Я думаю, еще последнее про UFC, что стоит сказать. Я вообще, не любитель женских боев. Не потому, что я не сексист, не знаю, мне не особо интересно смотреть, но вот так как ночью я смотрел целиком, я был удивлен реально ярости женщин в этот раз. Жесть, там просто были дикие реально рассечения, потом были там вот бой, второй, по-моему, или какой, не помню. 2 девушки тоже дрались, и, честно сказать, их вообще первый... Алдана, вот эта вот, высокая такая, да, мексиканка. Да, и, короче, там прям... Нет, другая, где бразильянка дралась против светленькой девушки, я забыл уже, как зовут, ладно. Ирен Альдана, это который рассекли. Да. А я вот Норм Дюмон тоже рассекла. Перед этим вот в самом начале был в прилимах бой, и там прям девочка, короче, сначала так же, как Брайан Артегу тоже, срубила, короче, с 2 ударов. Та отрубилась, она прыгнула ей на удушку. Жестко. И задушила, я видел. Задушила, та не сдавалась, отрубилась, и она прям вообще в гроге в такой лежит. Ее там, сначала не могли поднять. Я просто думаю, насколько женщины вообще лютые в UFC. И вот как раз бой Дюмонт против Альданы, когда просто, у нее кусок мяса здесь торчит, здесь нос разбит, здесь глаз подбит, здесь все. У него прям типа есть фотка и видео, если хотите, поищите. Прям у нее тут мясо вот видно вообще. То есть просто пол-лба оторвало. Я не знаю, надеюсь, что, кстати, ей как-то сделают красиво, она все равно девушка же, ей... Я думаю, кстати, я уже увидел, UFC-доктор еще зашил. Он зашил, да, я про то, что потом же надо как-то все равно эти шрамы там заделать. Да. Ну там, наверное, эти... Как говорил Александр Македонский, да, Мигас, женщины, они гораздо опаснее мужчин. Дарлин,
Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Дальше было еще... Мы не будем говорить, джентльмены, за 22 сентября? Будем. Будем. Что-то я не вижу здесь ни одной записи. Давай поговорим, а нам не нужны записи для этого. 22 сентября турнир Найза 67. Турнир пройдет в Алматы. Это воскресенье же. Да. Да. Булан-Шулак. На Булан-Шулаке главный бой вечера – это реванш Жасулана Акимжана и Понета. В первом бою Понет выиграл. В этот раз Жасулан мотивирован и хочет отдать должок. Главный бой вечера – это Казбек Сагын. Его возвращение в вес 57 килограммов против бразильского бойца с никнеймом, у него Дасильва, вот имя не помню, Маурилия Дасильва, что-то такое, никнейм Шакал. Также выступит Асан Султанов, это казахский борс, и еще много молодых ребят, которых мы хотим для вас раскрыть. Совсем скоро в социальных сетях Лиги Найза появится полный карт турнира, так что следите за ними, подписывайтесь везде. Хороший турнир в центре города, приходите. Совсем скоро мы уже узнаем точную дату турнира, где подерется Фаниль Рафиков против персидского дагестанца Мухаммада Хайбати. Может быть, не в октябре, что ли? Не, может, дата там чуть играет, но должно быть в октябре. Должно быть в октябре, все мы в этом верим. Но это такой хороший турнир начала года учебного, и вот много молодых у нас перспективных бойцов. Михаил, вы знаете вот это вот дворец спорта имени Булан-Шулак? Угу. Ты знаешь, что это? Ну, это же герой войны. Ну, ты знаешь, кто это? Не знаешь, да? Его, то есть, он Это же... великий казахский борец. Мгм. Он щелкнул, знаешь кого? Ну, видимо, силача, да, главного, Поддубного. Да, да. Это наш... И он в свое время, когда была война с фашистской Германией, у него, короче, деньги были, и он, Наташка, короче, прикинь, эти бабки собрал и отдал, короче, в фонд какой-то, и, короче, на эти деньги сделали самолет. Истребитель, короче, или бомбардировщик, короче, он прям такой нереальный красавчик, и именно его именем назван этот дворец Булан-Шулак. Не проиграл ни одну схватку. Это наш великий казахский батыр. Как ты думаешь, кто победит? Это реванш. Да, не знаю, мне кажется, что Акимжан победит. У него же вот эта проблема, что он не может себя замотивировать. Он проигрывает. Да, Ты не думаешь, что все-таки 70? да Я нет. до сих пор считаю, что 70 это не его вес. Он сейчас замотивируется, победит Панета. Я просто не считаю, что Панет какой-то супер боец. Просто вот он тогда выходил реально с боками, растренированный, немотивированный. Сейчас он мотивированный, тренированный, победит Панета. Главное, чтобы опять потом не пошло вот это по кругу. Мгм. Победит. Главное, чтобы победил. Не, смотри, Давайте вот так. Главное, чтобы победил. это же реванш. То есть я все равно хочу для Жасулана какие-то интересные бои. Панет это типа реванш. Ну, то есть здесь есть какая-то принципиальность. Интерес есть, да, короче. Я хочу, да, вот у него столько было, на самом деле, крутых историй, которые можно было реализовать у Жасика, там, начиная вообще с того же там Хайбати, с которым давно уже там этот бой планировался. И вот как-то Пане планы его испортил. Вот, в принципе, для Жасика огромное количество крутых поединков есть. И я думаю, что мы, короче, их, ну, увидим, если он победит вот, Джейсона. Ну, потенциал у него стать суперзвездой, ну, очень большой. Главное, чтобы, ну... Не прошло ли время, чтобы стать Ну, вот суперзвездой? суперзвездой, да, это, наверное, сейчас уже вообще, просто в наше время, мне кажется, суперзвездой стать, я даже не знаю, как, вот только сегодня суперзвезда, это уже чемпион UFC, то есть я не знаю, Хорошо, кого еще не можно назвать. суперзвезда. Для нас, но Михаил. Это для нас. Для кого? Мы сейчас говорим для обычного зрителя. Тоже. Для нас вот суперзвездой стать, это там ты чемпион Найзан, ну норм, а брат, для это самое это Ну нет, суперзвезда для это всё равно. обывателя, который ходит и вот на трибунах покупает билеты, для них это и это Ну, правильно, это хорошо. суперзвезда Просто они локального более места. искушенные в Тогда этом. можно просто Это сказать звезда. Звездой окей, а Да. просто суперзвезда это действительно там вот Шавкат в случае завоевания титула. Да. Это суперзвезда. Хорошо. Ну, мне кажется, он почти- и сейчас суперзвезда, нет?
Я имел в виду суперзвезда в плане... Шавкат или Да. Жасик? Шавкат, ну да, в целом. Просто я к тому, что этот статус, он очень легко и ломается, и очень сложно его получить. То есть, если Шавкат, условно, проиграет, все скажут, типа, нет, нифига, он не суперзвезда. Вот. Но если он заберет титул, тогда уже можно будет... Давайте тогда сейчас Жасика жестко замотивируем. А я думаю, ему, ну так... Знаете, и так вот, чтобы это было, знаете, выглядело не как прям мотивация, а прям... Вам не кажется, что он уже староват для суперзвезды? Я так, как вы, мотивировать не умею. Не, я скажу так. Сколько ему лет, Жасулану? Мне, кстати, 28, по-моему. Да, 28 примерно. Около того. Ну, не... На самом деле молодой, у него еще... 28 ведь надо быть уже в UFC. Ты... Ну, если у него были такие цели попасть в UFC, А то у да. кого таких целей нету в этом мире ММА? Нет, сейчас Сула действительно, сейчас, не знаю, у Василия Тахтая, например, да, нету такой цели быть в UFC. Ему это как бы и не Так нужно. он давным-давно уже завершил карьеру. Нет, Ну, Сейчас объявили на бой, один дала год. файтинг чемпион. Не-не, я, в смысле, мы с ним общались, он буквально только на этот... Ну, Вот, я я говорю, помню, что- когда его крайний последний поединок против Жамала Магомедова, я был там. Я видел его своими глазами. И тогда это был последний поединок, мы с ним общались, говорит, все, я говорит, Тахтай тим делаю, говорит, больше я драться не буду. Хорошо, твой лучший друг. Фаниль Рафиков? Ему не хочется в UFC, ему это и не нужно сейчас. Он вот, он в принципе... Он здесь может зарабатывать Да, он зарабатывает. такие же или даже больше деньги. Потом себя развивает сейчас в разных сферах. ему Господи, именно друзья мои, пожалуйста, что вы... Твой лучший друг. Ну, это правда. Это неправда. Магомед это- Исмаилов, да много. Это кто, Владимир. неправда. Если этим джентльменам, если у них будет возможность и физическая, и психологическая пойти туда, Да нет, они пойдут. Просто Эдуард не, Вартанян. не идут туда. Вот они не идут туда. Нет, Михаил, есть какие-то... Если ты хочешь верить в то, что вот так вот, да, вот ему не нужно славы мировой. Ему достаточно... Вот ты сейчас только что говорил, то, что там денег не заработает, там, если завершит... Но мы же сейчас говорим, значит, об одной и той же теме. Это не просто деньги. Это еще и рекламные контракты. Альтернатива А где у появилась. тебя рекламные контракты больше? В UFC или все-таки не в UFC? Должен быть чемпионом UFC, или И не только чемпионом. чтобы у тебя были контракты. А так любой боец UFC не получает. Ну, я думаю, то, что все-таки мы говорим о том, что амбиции, мы сейчас говорим сейчас амбиции. Да нет, вот сейчас рынок реально так встал, то есть, что для фаната, понятное дело, что это важно, а для бойца в PFL выгоднее драться, чем в UFC. Вот для бойца, который именно там на стартовой позиции в PFL, ты за 3 боя получаешь $1 000 000 там, в случае победы. Слушай, Усман сколько получил? Ну, на кону должно было быть $1 000 000, но в итоге PFL-то отменили, потому что это был контракт Bellator. Ну, получил, я думаю, несколько сотен тысяч долларов, но не миллион. Но 300, если я не ошибаюсь, да? Без просто трактористов, закрытая давайте. информация, типа, поэтому... Ну, была инфа, то есть Ну, она она была не, открыта. это типа вообще инфа вся про заработки бойцов американских, это типа такая около правдивая информация. Ну, мы же, допустим, к примеру, даже UFC, мы же знаем бойцов не только всех, только одних чемпионов. Мы же вообще не печенье. Он сейчас с этим будет драться. Он сейчас будет с этим драться. Он будет с этим драться. Мы же, допустим, даже если возьмем весовую категорию Шавката, да, мы уже там смотрим, а почему там было бы классно бы с Камару Усманом, хотя он не чемпион, да, окей, экс-чемпион, 3 раза подряд проиграл. Мы знаем, что если он Эдвардс, он тоже экс-чемпион. У нас там, допустим, тот же Колби Ковингтон, тоже, да, экс, да, он временно что-то у него такое было. Но они же в данный момент не чемпионы. Не, ну, Сул, вот ты просто тоже говоришь про ребят, которые уже там по 10-15 лет в UFC, а вот, например, в 77 килограммов, если не ошибаюсь, около 70 человек в ростере. Хорошо, я знаешь, из них все-таки, 10, я наверное, тоже знаю. но я все равно 20. придерживаюсь к мнению такому. Если бы у человека была бы возможность и силенки конкурировать с бойцами в UFC, мне кажется, это мечта любого бойца. Была. Сейчас действительно другая ситуация. Вот есть PFL, в котором можно зарабатывать. Просто уже люди понимают там риски. Вот, ну, то есть, Хорошо, если- тогда почему не в ПФЛ? Ну, окей. Ну, что вы, ребят, Попасть надо все, туда. что ли, в ПФЛ тогда все? Тогда Ну, мы сейчас PFL говорим о тоже ПФЛ, вначале же не где даст они тогда? хороший Почему контракт. они все не ломят? Почему Исмаилов не в ПФЛ? Не, Почему Исмаилов Фаниль в Рафиков? России не в много в денег России платят. за бокс. Мы про ПФЛ говорим, мы про Исмаилова говорим там только тогда, когда он дерется с Минеевым. Баста.
Да нет, я не сказал бы. Ну, поверь мне, мы говорим, может быть, мы еще какие-то Он пару в кино поединков снялся его- уже, мы Сула. пару поединков, может быть, его вспомним. Но болельщик Да его нет, помнит только Сула. именно по Ну, Минееву. смотри, вот если говорить про Хорошо, Исмаилова, стоп, давай, Виктория, вы знаете какие-нибудь поединки Маги Исмаилова, кроме Минеева? Кто-нибудь здесь знает, с кем он дрался, кроме Минеева? так он уже вышел за бои даже. Ты так про любого бойца спросишь. Хорошо, если за бои, Он значит... снялся в «Реальных пацанах». Это Так. типа прям популярный в России сериал. Он ходил там на Comedy Club, ходил там на всякие стендапы, ходил на всякие шоу. Он уже вышел давно за пределы просто бойца. Поэтому Маги Исмаилова — это UFC. У него и возраст уже. Ему это Ему UFC. уже ломиться туда совсем поздно. А, да, те ребята, которые могут, это в любом случае, если хочешь денег в таком случае, почему они в ПФЛ? Где они, Многие идут в ПФЛ. А где, почему не идут? Почему? Многие же идут в ПФЛ. Не, мы сейчас говорим про Фанили Рафикова. Почему он здесь, а не в ПФЛ в таком случае? Ну, у него возраст уже. Да и Вот. Я про это говорю. То, что это он не может себе человек позволить. Не. Если хорошо не в UFC, там мало типа денег платят, тогда Вот почему смотрите, не в ПФЛ? можно, Сула, вот он пойдет сейчас условно в PFL, ему там предложат стандартный контракт какой-то 10 плюс 10. Ну, да, наверное. Тут он эти же самые деньги подерется, условно, я сейчас... Значит, если туда идти, я значит, скажу, надо идти в UFC. подерется он с персидским дагестанцем, с более легким соперником, заработает те же самые деньги, обретет еще больше медийку на СНГ, ему привезут любого другого бойца, такого же медийного, он его также выиграет и получит условно там 15 плюс 5. И гонорар не условно. потратит. Если так, то норм. Но Михаил сказал, что за 3 поединка можно получить лям. Ну, там при этом против себя будут жесткие Да. дагестанцы. Ну, а где легко? Лям тебе просто... То есть мы же... Сейчас опять ты прыгаешь, Михаил, совершенно на другую тему. Ты говорил, что за 3 поединка можно получить лям. Дидар говорит то, что вот ему там 10 плюс 10 предлагают. Ребят, вы определитесь с ценами. Так это... Если за 3 Сула. поединка ему дадут лям, да неважно, с кем он Сула. будет драться. Я говорил про 3 победы. Это нужно победить в Гран-при, получить Да, миллион да, долларов. вот я и сказал то, Но что это не не про- могут себе позволить, потому что селенок не Смотри, хватает. Нет. Селенок не хватает там пойти Просто, знаешь, конкурировать риски. и получать понятное дело, лям. что типа настоящий дагестанец сильнее персидского, как бы, ну... Михаил, я говорю про что? Я говорю то, что человек туда идет, когда он уверен, что он там что-то сможет сделать. А если ты не уверен, ты туда и не идешь. Ну, а чему это противоречит? Это противоречит тому, тому, что ты сказал. Как это противоречит? Я же говорю, что проще сейчас. Ты говоришь, что все хотят бойцы в UFC. Нет, не все хотят бойцы в UFC, не все PFL. Можно зарабатывать дома. Вот Фаниль тоже снялся, например, в кино. Зачем это надо? Ты в Америку поедешь, ты вот эти там $20 тысяч первые потратишь на лагерь. Фанилю там еще 2 раза, по-моему, Михаил, визе я отказали. сказал то, что если человек себе может это позволить, если он уверен в себе, если он в своих силах уверен, он по-любому, если за деньгами, он пойдет в ПФЛ. Если за славой, он пойдет в UFC. Вот. Ты тоже, вот, Сул, так говоришь, пойдет. Да. Это то есть человек вот так вот говорит, я иду в PFL, и тебе дают контракт с PFL? Да, ну, по крайней мере, стремиться. Но нет такого, что нет, я не хочу, да мне здесь нормально. Люди там Ты же говоришь про это, то, что никто этого не хочет. Да Никто, никакой я ПФЛ, такого- не, Сул, какой не там надо. UFC, да не хочу, мне Сул, здесь не все надо- нормально, кормят, Не мне надо все мои слова хорошо. перевирать. Я О, как ты сказал, что что... все не хотят, я так не сказал. Я сказал, что уже есть Большинство. бойцы, я не То говорю есть, большинство. то есть ты свое мнение строишь от какого-то минимального количества Нет. бойцов. Давай все-таки возьмем большинство. Давайте перемотаем назад. И Мы хоть, вы помните, с чего мы начинали? Да, Я я говорил, сказал, что что UFC Жасулан номер Акимжан один. может стать суперзвездой. Да. Ладно, не супер. Он может стать звездой. Хорошо, а-ля как Фаниль Рафиков. Локальной, хорошей звездой, которому могут привозить тех же самых персидских дагестанцев, там, я не знаю, Экс-бойцов UFC, тех же Диакис. экс-бойцов. Жасулан уже, мне кажется, на уровне Фаниля. Я так думаю, что Жасулан как минимум все-таки на уровне на Фаниля. ступень выше Фаниля сделал бой с победой над этим... Миграном Арутюняном. Нет, Фаниля на ступень выше. Фаниля. Да, Последний Аббас Нурманом Аббасом. Нариманом Аббасом. То есть пока вот сейчас в карьере Жасулана Акимжана пока нету такого громкого боя, который бы там разлетелся. То есть он был, но давно. Вот с Миграном Да-да-да. они реально дрались 5 лет назад. Но Мигран, он не такого уровня, как Не, ну там Аббас. его преподносили как олимпийского чемпиона. Второе призера. место. А призера, да. Ну, по сути, у кого там в финале якобы ограбили, ну, вот. Он всё Это равно был не громкий такой бой. крутой, как Аббасов. Ну, там нет, там же история же была то, что Однозначно. про него там сказал Абдулманап Абдулманап. Нурмагомедов. То есть там все сложилось, и просто это был громкий турнир. Вот, но я тоже считаю, что Жасик того времени, он был популярен, чем типа Да. Жасик сегодня. Вот я говорю, какого-то одного крутого боя не хватает в карьере. Вот, знаешь, как будто супербоя одного не хватает. Или пояса того, что есть у Жасулана пояса Может быть, нет. пояса. Вот все-таки вот эта вот его карьера в UFC, когда он, ну, как бы Он до же с Буси должен был... до его титула, Кулу получается, подраться. да, лига распалась. Жасик должен идти в UFC.
И я думаю, ему эту тему организовать могут. Мне кажется, это так не работает. Ну, А как это работает? Сейчас, если честно, с подписанием UFC Вот, типа, почему-то да. очень туго. Я не знаю почему. СНГ не нужно, ну, UFC просто не нужны СНГ бойцы, потому что их очень много, и, в принципе, они не приносят им денег. Вот, кстати, если вдруг UFC, факт. если Это вдруг факт. UFC приедет в Казахстан, А тогда... тогда, я думаю, вот Тогда, мне кажется, человек под регион, 5-6 подпишут. да, под регион много бойцов подпишут. Это, как помните, было в России, когда UFC приезжал, там много бойцов залетело, и которые там некоторые нормально выступали, там несколько поединков. Кто-то, наоборот, вообще, то есть подписали и супер. На один раз, да? Да. И я думаю, такой хороший вариант. Я думаю, Жасик точно будет в пуле этих бойцов. Вот стопудово. Кто именно Да, в тогда... 2025 году, да, мы прогнозируем. Блин, я не знаю, мне кажется, тут еще много зависит от спонсоров, которые готовы в Казахстане потратить много денег и провести UFC. Мне еще кажется, что многое зависит от того, как Шавкат себя вот реализует. Если будет чемпион первый из Казахстана, тогда, в принципе, довольно реально. Ну, либо Шавкат, либо Асу, тогда достаточно реально, что UFC заинтересуется регионом. Потому что появятся как раз какие-то там, условно, люди большие, которые готовы будут оплатить приезд UFC. А если не будет чемпиона, то тоже маловероятно, что UFC пойдут. Будет же классно, если, допустим, Аслан Абаев будет здесь завоевывать титул. Они не делают выездные турниры номерными. То есть не будет титульного боя. Блин, печально. Печально. Какой-нибудь претендентский могут дать ему. У Асу тоже, кстати, английского нету. Zero. Zero, по-испански скажу. Zero. English is zero. Блин, да, такая, это все тема, которую постоянно мусолим мы, и как будто бойцам, бойцы либо не прислушиваются, либо им это не нужно, либо они больше заботятся о бойцовской составляющей. Либо они не стремятся стать чемпионами. Нет, как раз-таки чемпионами они стремятся, но именно вот этот момент с медийной частью, чтобы стать чемпионом, они ей не уделяют должного внимания и времени. Они все это зато прекрасно понимают, что чтобы стать чемпионом, просто так отсидеться, отмолчаться, по-казахски поговорить не получится. Может быть, они просто не уверены в том, что они могут стать чемпионами, и поэтому эту тему не продвигают. У меня такая мысль была, кстати. Ну, блин, у Шавката сколько? 18-0, я не думаю, Ну, что давайте, не как говорится, уверен. знаете, это тоже такая поговорка есть. Цыплят по осени считают. Давайте вот так. Давайте смотреть конкретно на факты, которые мы сейчас у нас есть. Мы сколько говорим, а там, как это называется, как Горох об стену? горох об стену, облет. У нас же чисто пословица. Да-да-да. Потому что покажите мне хоть одного чемпиона, да, который бы не приносил бабки. Вот я даже скажу так, не то, что там, который не говорит на английском языке, там, потому что скажут Алекс Перейра, там, скажут, там, допустим, это Оливейра и т.д. и т.п. Есть и те, которые бабки не приносят, например, в 57 килограмм, сейчас Пантожа, он не приносит деньги. Я думаю, знаешь, он нормально на испаньол говорит, и публику свою привлекает на испанском языке, и мексиканцев сколько там, 80 или 90 миллионов человек, Бразильцев. или вот тем более. То есть Да он- ему и не надо, знаешь, Нет. Пантоже, я тебе скажу так, Пантоже, Перейре, Оливейре, им на английском языке вообще не надо говорить. Они должны работать на латиноамериканский рынок, они должны говорить на испаньол, на португал. Баста. Да просто Пантожа, мне кажется, и в Бразилии не интересен. Вот как раз там просто сам Перейра, он именно персонаж, Оливейра, он персонаж, а Пантожа просто хороший боец. Вот, и, в принципе, там, потеря... Ну и говорит на языке да у него как бы континента, интервью целого, какие-то сука, там. Кстати, у континента. Пантожи там есть объявленный бой? Будет он с кем-то драться? У Пантожа сейчас не видел анонс. Просто я даже не понимаю... наверное, с Кайкара Францем будет драться, да, скорее всего. После победы Кайкара Франца. Да. Просто Пантожа еще такой тоже чемпион непонятный. И вроде кардио нету, но как-то непонятно выигрывает по очкам. Почему? Блин, мне нравится этот чувачок. Серьезный парень. Он, знаете, вот Пантожа все-таки как-то, знаете, на кого похож стилистически? На Дюплесси, да? Ну, по технически. Не понять, да, по технически я имею в виду, что непонятно чем, но выигрывает. Не, Дюплесси, он именно вот, типа здоровье. ему. Физическое. Да, физическое. А здесь вот как... Физика плюс удача там у него. Два фактора. Удачи не существует. Ну, нет. Удачи верят слабаки, у которых ничего не получается. Капец, Дюплесси получается такой, да? Но я к тому, верят, что... я говорю, верят. Я верю. У тебя что-то, значит, не получается, и ты слабак. Нет, просто я... А прикинь, Ладно, я слабак. не, ну я так думаю, то, что в удачу верят слабаки, у которых ничего не получается. То есть мне ничего не получается, потому что не было удачи. Вот, баста. Не, я же не в свою удачу верю, я просто понимаю, что есть удача, но окей, если я слабак.
у меня ничего не получается, окей. Я готов это признать, но в удачу я точно верю. Ну, это Короче, просто, типа, кому-то роляет, кому-то не роляет. Я к тому, что не надо на нее, типа, именно, ну, не надо там говорить о том, что... Это не становится причиной победы или Да-да-да. поражения. Вот. Блин, может, становится. Фиг его знает, не знаю. Удача же он, помните, как один раз, ну, это не привело, конечно, к победе, но там во время боя Артега разминался, подпрыгнул и ногу подвернул. Типа, прикиньте, если он тогда подвернул, тогда для соперника это была бы удача. Нет? Да, непонятно, не знаю, не, я верю вообще в удачу, ладно, хоть все. А задача ли всех с удачей? Вещи, но я в удачу. Это... Если вы верите в удачу, пишите комментарий, если не верите, ставьте лайк. Проверим, сколько вас. Ладно, что, следующая тема? Хорошо, ладно, Пан тоже непонятный Да. чемпион пока. Я не знаю тоже, кто из вас смотрел или кто не смотрел, потому что довольно сложно смотреть на телеканале «Удар», потому что у тебя должна быть именно подписка на «Удар». Был турнир HCC, Ильяс Хамзин в главном бою подрался, и бой суперский получился такой тоже в стиле номинанта на бонус, жесткая рубка. Там Ильясу, конечно, ну, тяжело пришлось, он проиграл. Проиграл, но- да? Да, проиграл. Решением вроде, да? Да, решением, но там, блин, они прям рубились, нокдауны были, кровь, вот как Ильяс любит. Это его третье поражение, да, получается? Подряд. Кажется, он, кажется, до этого предыдущий бой выиграл. В Я прошлом тебе говорю году про поражение предыдущее. по количеству. Либо 4 у него, либо 3 поражения, да. У него Кастро, Медведев, вот этот. По-моему, 4 у него. Но, не Ну, знаю. написано 13-3. 13, окей. значит. Либо надо... Вот я троих вспомнил. Не, я верю в Викторию. Сейчас я... Ну, ты сейчас просто назвал, и я вот сейчас начинаю как так. Только же вот говорили об этом. Окей. Я Почему, верю. интересно, RCC интро называется? Потому что интро это то же самое, как... Купрус Company, Типа да? как, Russian Kupru. Типа Young Eagles, как AC Young Eagles, то же самое интро. Начало, Ну, короче. типа, что это для молодых ребят чисто, и А, у них так. есть одна пара, которая из известных более-менее А бойцов. будет Вот Ильяс медийку, Хамзин. типа, она собирает, да? Да, и остальные бойцы, типа, начинающие, вот как раз выходцы из Академии Архангел Михаил. А 33 это вот именно интро 33 или вообще? Да, это количество интро. Как Ну, их интро, да. много, интро часто. Они еще проводят их всегда в А. Академии в своей. Вот у них есть У них свой зал. свой зал, как и UFC Apex. Он, по-моему, на 700 человек, что ли. То есть он такой компактный. Там проводят вот эти интро, какие-то боксерские бывают турнирчики. Фаерфайт проводят, а большие на больших аренах. Кстати, ты же вроде проиграл ему, да? Шашлыки. Скоро будет. Это Но- до конца года еще время До есть. конца года время есть. Вот так вот. да? Главное, не уволься. Но Жалгаз Жумагулов, я знаю, уже подписал контракт. UFC. Нет, не с UFC или с UFC, я не знаю. Но мы ждем. Он Ты у знаешь, себя... с кем он подписал? Он у себя в Инстаграме написал, что есть соперник, мы пашем. Ой, интересно. Ты знаешь, с кем он подписал? Нет? А мысли какие-то есть? Я даже не знаю, кто, типа, если это не UFC, то куда? Кстати, интересно было бы с Макаевым реально, если это Брейв. Блин, прикиньте, в натуре, если он с Макаевым будет драться. Это будет интересный хороший бой. бой, да? Это будет интересный бой. Жако И вот попадет непонятно, с Макаевым. как будто и у Макаев Жалгаса очень есть шансы Сейчас выиграть, меня но и весь Макаев, автобус типа, заматерит, но Макаев очень крут. Это же хороший вариант. Просто мне вот как раз рассказал на Намаде, где ты комментировал, был турнир кулачки. Ну мы обсуждали там Мгм. подкаст, точняк. И там вот боец, который должен был у нас подраться с мотиватором, Марсель, Мгм. он он вызвал, да? сказал, что они предложили Брейву свою кандидатуру на то, чтобы подрался, типа, там, боец, у которого там 16-0 против бойца, там, у которого 13-0. Вот. И, может быть, действительно, тоже Жако как-то туда вписался. Потому что, ну, если выбирать там из Марселя и Жако, то, мне кажется, Жако конкурентнее будет. Конкурентнее, плюс Марсель, медийнее. Марсель. Который должен был, помнишь, с мотиватором подраться. Ануарбек Улу. Марсель Ануарбек Да-да-да. Кыргыз, да? Не-не, Марсель... Ануарбек Да-да-да. Ануарбек Он должен с Улу. Анорбеком был подраться. Нифига себе. Анорбек мотиватор. Нет, это Нет, да. Норбек мотиватор, точняк. Короче, ладно, Марсель его зовут же. Марсель, да. На Н у него, по-моему. Марсель. Нурланбек. Нурланбек. Нурланбек, во-во-во. Да. Но если, допустим, брать Марселя, бой с Макаевым, у Марселя хороший джиу-джитсу, хороший грэпплинг. Не, Макаев. Я не очень понимаю, вот уровне, хороший брат, тоже. Как это совсем. определить? Типа, ну, Макаев на Ну, другом абсолютно уровне. Я говорю, Макаев, мне кажется, вот извиняюсь, Ахтубе, Жако, брат. Ну, мне кажется, Макаев и Жако вообще не почувствует. Макаев Блин, прям не знаю. монстр. Вообще просто монстрю я просто думаю, гонящий. кто, типа, в не UFC
там свободным контрактом можешь подраться с Макаевым, и Жалгас — это хорошая история. Айрат Ахметов. Вот. Айрат Ахметов, вот Кстати, кто может тоже, да, Макаеву. тоже хорошая история. Но он One Championship, правильно? Да, да. Непонятно, то есть он уже не дрался больше года вроде. Он ждал мышонка, насколько я знаю, да? Непонятно. То есть там была история с допингом, вот, потом... Короче, я тоже не знаю, может быть, он уже и не Ван, потому что Ван тоже, они очень долго как-то дают свои бои. Кайрат Ахметов тоже хорошая история. Вот, просто вообще есть дефицит бойцов на 57, именно без контракта. Харькеш там, по-моему, уже 61, кстати. Ну, может согнать, наверное. Возраст. 4 килограмма, не знаю. 6. Ну, блин, ну вы только что жесткую идею закинули, если же вас реально подписывают. А ты у него не спросил? Я не стал спрашивать. Так спроси к следующему подкасту. К следующему спрошу. Хорошо. Ну, просто мне кажется, он не скажет, потому что будет ждать официального объявления. Ну, ты так, А так, типа, извини нам, да, ага, точно не говори. все, окей. Еще один бой бойца из Лиги Найза, который прошел тоже на той неделе, это Абу Нурбулат, он подрался в ACA Young Eagles. Я бой посмотрел, и все равно, конечно, ну, сложно именно... Абу прям хороший, на самом деле, такой скомпонованный боец, и в третий раунд он забрал, но в первых двух борьба зароляла, и в целом, то есть ему сложно было. Мгм. А в каком весе они дрались? Ой, 61? я не вспомню, да, по-моему, 61. А этот третий раунд он в стойке выиграл? Не, у него, кстати, тоже там получилось перевести, по-моему. Вот там был такой решающий момент. Я уже просто тоже, у меня все бои уже чуть скомкались, но третий раунд он забрал, а первые два, по-моему, он отдал. Абу, по-моему, нету 25. Не помню. А вот смотри, Он точно молодой, и в целом, ну, много чего есть. Мне Вот кажется, за не Абу самый- надо наблюдать, он уже проигрывал. Это, я вот считаю, что вот такие, когда пацаны молодые проигрывают, это очень даже хорошо. То есть дальше они уже вкус поражения почувствовали, и уже не отводятся. что дает выступление в ACA Young Eagles? Если ты будешь хорошо там Контракт с драться, ACA, то да? могут дать контракт с ACA. А хорошие ли там гонорары? В Young Eagles? Да. Ну, средний Как по палате. вы выяснили, что там прям серьезные бабки, да, платят? Нет, ну в ACA. Да. Нет, в В ACA ACA, Не, в ICA, в ICA. Все ACA, серьезно. да, а в Young Eagles... Young Eagles, там, по-моему, стартовый, там тоже договариваешься, вроде бы стартовый до этого был 500 плюс 500 Рублей? 500. долларов. А, Или- долларов? 500 долларов. Вот. мало, конечно. Ну, опять же, типа... Индивидуально, да, к бойцам? Да, там вообще смотрят индивидуально, я просто знаю, что там для Ну, многих... дорогу, проживание, все Да, да, всё оплачивают, да? оплачивают, конечно. Мгм. Вот, Ну, в нормально принципе, тогда, братан. То что это Young Eagles, у них там... часто турниры проходят, и, в принципе, есть с кем подраться. И там именно, знаешь, сразу же... То есть там нету проходных боев практически. Кстати, вот смотри, а как они отбирают туда? Кто им нравится, то есть там... Только кто, то Да. есть нет, да, по возрасту, там, по профи-рекорду нет. такого? Именно в Young Eagles? Да. Young Eagles любой. Там даже была же история, когда я брал интервью у дяденьки. По-моему, ему было 62. Серьезно? По-моему. И там было смешно то, что типа Young Eagles называется, и он типа... Он победил? Самая Шал ничья Eagles. у них была, потому что или остановили, короче, ничью сделали, по-моему, в бою. Он такой, он чисто борцуха, он такой старый вольник. Прикольно, у меня есть с ним интервью на канале. Сколько ему лет? По-моему, 60 или 52. Короче, он прям Мой ровесник. за 50 100% ему было. Вот, и он выступил в Young Еще Eagles. гол туда мой. Еще 50. Надо посмотреть, сколько ему лет было. Я не помню, но он прям еще, знаешь, ты еще вот хорошо для своих 60 сохранился, потому что по нему прям видно его возраст. Он седой, такой фактурный дяденька, такой жилистый. Да, ну, что хочется пожелать Абу Нурбулату, чтобы, ну, как бы не расстраивался, сделал работу над ошибками и, наверное, получил контракт с ACA, или он же должен был за титул Жалко, драться. да, я вот хотел бы просто, мне кажется, это немножко, наверное, тактическая ошибка, что ты дерешься с неизвестным парнем в Young Eagles, когда ты мог подраться за титул в Найзе, это совсем разные истории, и титул все равно он окрыляет, так что, наверное, тактически это было, ну, неправильное решение, мне кажется. Возможно, он все еще растет. То есть то, что он же не смог сделать вес, да, в Найзе. Да. Он не смог сделать вес в 61 уже. Возможно, его вес 66. Потому что на 61, получается, он гонял, и у него проблемы с почками возникли. А И он, я говорю, топометрически как ему, он, по-моему, 66? 25 лет ему нету. Был бой раз 66. Тут написано, да, 66? Не, по-моему, 61 они тоже. Нет, нет, он, Сулаш говорит, что ему тогда надо на категорию выше,
тогда переходить. Просто я думаю, как он, я не помню антропометрически, Он такой как он... жилистый, он такой... Он жестик. Нет, в плане по антропометрии он подходит в 66? Да. Потому что в 66 там... Он, знаешь, я тебе сейчас скажу, как кто он. Он как это, Айжигит. Тоже пока не знаю. Теперь Чемпион Найзы, который щелкнул, А Старозорота? который щелкнул, это Жуманчика. Брал пояс у него. Теперь, Дидар, скажи, с кем ему сравнить Айжигита. И ты знаешь... Да-да-да. Ты знаешь этот бой? Все, я видел, который Вот Айжигит как раз. с нокаута. Да-да-да-да. С апперкота, да? Да-да. Не, если он Ну, тот примерно тоже как ушел в Жуман на 66. антропометрии, то типа... Не, он больше Жумана. Он больше? Ну, Да, туда... Ой, он ну. больше Жумана. Жуман-то 61 дерется, не в 66. Да, он больше Жумана. М. А Айжигит и ушел поэтому в 66. Кстати, в Есее, по-моему, да? Айжигит... Что-то он говорил там Ну, туда я не знаю, и я не слышал новостей. на сборы он, короче, туда уезжал. Может, подпишут потом. Да уж. В целом, мне кажется, мы много новостей сегодня обсудили. Да? У кого-то что-то Да. есть еще? Да, нет, у меня больше... Вы меня всего сегодня Мгм. морально раздавили. Почему ты с нами как лев сражался? Мы с тобой вообще вначале же заодно были против... Я старею. Старый лев. Старый лев. Что дальше? Вицы не Лучше новых хозяин. двух. Не знаю. Продолжаем нашу пословицу. Будьте молодыми львами и молодыми орлами и ястребами. Ян Кыгалс. Да, друзья, еще раз напомню, что 22 сентября будет турнир на ИЗА-67. Там будет и Сула, и буду я, и будет Дидар. И Карабала будет тоже. Нурбек Карабала будет. Скоро он еще и приедет с какими-то новостями, я надеюсь, хорошими, о которых мы вам совсем скоро расскажем. Не забывайте про наши социальные сети и наш ютубчик, на котором вы смотрите сейчас наше шоу, и наш тикток. Там много всяких молодежных приколов, которые мы с Сулой уже не понимаем, но молодежь... Я все понимаю. Серьезно? Конечно, ты что завязывал. У меня Аж свой это тоже- авария. У меня Помню. тоже есть YouTube все помнит. этот ТикТок у меня тоже есть. Ты тут скажешь «Мейл-агент». Страничка на Mail-агент у меня Одноклассниках. никогда не было. В Одноклассниках у меня есть страничка. Стена ВКонтакте. Отвечаю? Цитатами Ставьте заполнена. Сули классы в Одноклассниках. Там классно? Не, ну называется? там я просто делал трансляции. Они офигенно, кстати, вот этот сервис Одноклассники. Ты знаешь, что делают они? Супер. На самом деле, знаешь, даже я больше тебе скажу, в какой-то момент, когда некоторые бои вообще выпилили со всех вообще... Там были, всех да. Одноклассников, было их найти. И там много разных фильмов можно Я найти. ни с кем не делюсь этим Офигеть. секретом, потому что потом, мне кажется, если будешь про это часто говорить, оттуда все выпилят. Но уже поздняк уже, Да. по-моему. Сотни, Не миллионы заходите в зрителей. Одноклассники. Не ставьте Сули классы. Так, у нас еще есть сайт, на котором можно смотреть турниры в прямом эфире. Если вы не сможете приехать на Булан-Шилак вживую, то заходите на сайт, на ИЗА ТВ, и там можно за буквально какие-то копейки посмотреть. $400. $400 на 200 лет. Евро США. Сразу же на 200 Подписка на 200 лет. вперед. $400. всё. Очень удобно. Кстати, очень удобно. Выгодно прям Вот конкретно. мы говорили в начале выпуска про инвестиции. Вот, мне кажется, лучшие инвестиции. Вот, Валентина, задумайся, если что. Подписка на 200 лет не найти. Да, друзья, кроме всего этого, у нас еще есть и Инстаграм. Там совсем скоро появится карт полный турнира на ИЗА-67 и различная другая информация о турнирах. Подписывайтесь на наших сегодняшних участников подкаста. Сарбас подкаст, Наш боец. KZ, Сула. Наш боец КЗ. Конечно же, эффект наблюдателя тоже не забывайте там. А, кстати, давно ничего не было, да? Сегодня выйдет защита от демонов и джинов. Блин, я буду смотреть, отвечаю. Вот это я буду смотреть. Мне очень понравился выпуск с сквиртологом. Грани женского оргазма. Я прям вот с улыбкой. Что-нибудь попробовал уже? Нет, я ничего не пробовал. Я именно, знаешь, как зарядился позитивной энергией, потому что, ну... Слушай, а у меня там есть... парня. У меня там есть столько выпусков и про искусственный интеллект. Он мне про этот сквирт и говорит уже какой раз. Братан, там у меня есть офигенные выпуски. Ты видел про искусственный интеллект, про ракетостроение? На у меня всех есть каналах там. можно найти. И это, знаешь, там, наука вот можно посмотреть. Там, ну, там такое тоже есть. А вот такое только у Сули. Есть про религию. Я видел еще Про Иисуса Христа есть. Популярно про тюрьму у тебя очень. Про тюрьму, да. У меня есть этот Иисус Христос плагиат Кришны. Осуждаю. Да что осуждают? Вот, реально, то есть, если взять вот их жизнь, да, вот, когда родились, от кого родились, что сделали, когда умерли, как умерли, воскресли, это как Гор, это как Дионис. Потом по какой-то статье сейчас, знаешь,
плохая, оскорбление чувств верующих. Мне кажется, что религиозные темы такая себе история, ну, по законодательству даже. А разве мы оскорбили сейчас чьи-то? В смысле, всегда оскорбляется. как насчет тех, кто верует в Диониса? Они что, не люди? Также Чарльз Оливера, который выходит с камнем. Или те, кто верит в Ра? Ладно, в любом случае, мы все это к тому, что Усулы интересно. На всех его разных каналах. Подписывайтесь, не забывайте про сам YouTube Найза. Пишите комментарии, пишите темы, которые мы должны обсудить, пишите гостей, которых мы должны пригласить. У нас каждый день что-то интересное, крутое выходит. До новых встреч, до следующей недели. Аривидерчи. Всем пока. Найза Кэмп Реалити! Ақтау қаласында! 16 бойцов будут тренироваться под руководством 2 чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналына көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.